Пугачевщина, вспыхнувшая в далеком 1773 году, оставила глубокий след в памяти башкирского народа. Неудивительно, ведь два этапа движения из трех протекали на территории исторической Башкирии. Почему большую часть повстанческой кавалерии составляли башкиры, а один из подвижников Пугачева, Салават Юлаев, стал национальным героем? Сиянием своей личности он затмил других не менее выдающихся предводителей, одним из которых был Каранай Муратов. Чем он был знаменит? Какую роль играл у Пугачева? И почему Екатерина II именно его повелела доставить в столицу по окончании восстания? В данном телеочерке мы не ставим целью подвергнуть ревизии сложившуюся историографию и тем более фигуру Салавата Юлаева на предмет соответствия его месту на пьедестале национального героя. Мы лишь хотим взглянуть на Пугачевщину под иным углом зрения, через личность другого башкирского батыра, если не забытого, то незаслуженно отодвинутого в тень вследствие прямолинейных интерпретаций Пугачевщины, господствовавших в недалеком прошлом. Каранай Муратов, сотник и походный старшина Бурзянской волости, имел жительство в верховьях Уршака. Основанный им аул и поныне носит название Каранай и располагается на территории современного Стерлибашевского района Республики Башкортостан. Около 250 лет назад группа семей башкир рода Бурзян переселилась в эти края из-за Уралья с восточной стороны хребта Ирандык и стала припущенниками на вотчинных землях башкир Меркитской волости. По рассказам моего отца Байбульдина Нигматьяна Фатахединовича, по его записям, они переселились из-за Уралья. До этого жили они за Уралья, на Ерендыке жили. Хорошо жили. До тех пор, пока царица не решила построить там заводы, но там поселились казаки в этих крепостях. Вдобавок, в 50-х годах того же века начинается индустриализация Южного Урала, которая осуществлялась без учета интересов коренного народа. Земли под строительство заводов приобретались с грубыми нарушениями закона, а горнозаводские власти часто вели себя как конкистадоры в завоеванной стране. Убийство в 1755 году начальника горноизыскательской партии Брагина на озере Талкас в Бурзянской волости стало сигналом к новому восстанию, получившему в народе название Бурзянского бунта. Все это вынудило группу башкир-бурзянцев во главе с Каранаем Муратовым покинуть родные края, переселиться на западную сторону Уральских гор и основать аул в верховьях Уршака. Как известно, Каранай до восстания был походным старшиной. Исполнял службу на крепостных линиях, охранял границу с Казахстаном. То есть он был профессиональным военным. В одном из документов периода Пугачевского восстания он называется «Издревле изменник и злодейский начальник», из чего можно сделать однозначный вывод, что он действительно участвовал в восстании 1755 года. И не простым повстанцем, а уже был каким-то командиром. Недовольство зрело не только среди башкир. Если оренбургское казачество, являвшееся в большинстве своем бывшими крестьянами, было в целом лояльно правительству, то яицкое войско, возникшее еще в XVI веке и являвшееся одним из старейших, готово было в любую минуту взорваться. Старообрядцы, они ненавидели новую Россию, европеизированную Петром I, и, как и башкиры, были недовольны строительством Оренбургской линии, повлекшим за собой проникновение административных структур петербургского правительства в яицкие степи. Поэтому, когда в их станицах появился ревнитель прежних вольностей и свобод беглый донской казак Емельян Пугачев,
кое у кого зародилась мысль о последней и решительной попытке сорвать с себя оковы рабства. Секретарь повстанческой военной коллегии Алексей Дубровский на допросе показывал: во всем возмущении и начатии дела состоят причиною яицкие казаки, которые, сообщаясь заедино, думаю, с башкирцами, хотели отменить учиненную якобы им обиду от бояр. Когда осенью 1773 года Пугачев, объявивший себя чудесно спасшимся императором Петром III, обратился к башкирскому народу с призывом сражаться на его стороне против правительства Екатерины II, Каранай Муратов был одним из первых, кто явился к нему в лагерь. Во второй части многотомника «Башкирское народное творчество» приведено предание о Каранай-Батыре, записанное в 1975 году известным башкирским филологом Гайсой Хусаиновым у жителей деревни Каранай. Царь Пугач пригласил Караная к себе и несколько дней подряд угощал его лучшими винами и блюдами, дал ему чин полковника, затем отправил его в сторону Казани, приказав: «Очисти путь моим войскам». Удивительно, что это предание полностью подтверждается архивными документами. Один из подвижников Пугачева, оренбургский казак Тимофей Подуров, рассказал во время следствия о стратегических планах самозванного царя. Последний говорил: «Если да мне удастся взять Оренбург и Яик, то я с одной конницей пойду в Казань, а по взятии оной в Москву и Петербург, и тама государиню постригу в монастырь, а боярам отплачу их хлеб и соль». Подготовка похода на Казань была возложена на Караная Муратова. Вместе с другими новоиспеченными башкирскими полковниками он двинулся от Оренбурга к Уфе. Пристань представляла собой серьезное укрепление, окруженное со всех сторон водой. Ее обороняла рота солдат. Расстреляв все запасы пороха, через несколько дней они сдались на милость победителей. Командующий сибирским корпусом генерал-поручик Иван Диколонг, получивший разведданные о планах повстанцев, сообщал в военную коллегию: башкирский народ, обитающий в здешней губернии, генерально весь взбунтовался. И уже Стерлитамакскую соляную пристань взяли и намерены были идти на пригородок Табынск и в самый город Уфу, из коих сей последний уже и в блокаде содержат. Действительно, участь Стерлитамака вскоре разделили Табынская казачья крепость, ныне это село Табынское Гафурийского района Республики Башкортостан, а также Богоявленский медиплавильный завод, ныне это административный центр названного района село Красноусольский. Наконец, 24 ноября 1774 года башкирские предводители подошли к древней столице Башкирии Уфе и окружили город. Руководство осадой взял на себя опытный воин Качкын Самаров. Качкын Самаров, походный старшина Тамьянской волости, пугачевский полковник, в 1771-1773 годах был одним из 10 трехсотенных командиров 3000-го отряда башкирского войска, отправленного в Польшу против Барской конфедерации. Почти через месяц, 18 декабря 1773 года, в лагерь Качкына Самарова прибыл пугачевский эмиссар, яицкий казак Иван Зарубин по прозвищу Чека, и принял общее командование Уфимским повстанческим районом. Иван Никифорович Зарубин-Чека, 1736-1775, яицкий казак, участник Яицкого восстания 1772 года. Подражая самозванству Пугачева, объявил себя графом Чернышовым. Казнен в Уфе 24 января 1775 года. Тем временем, исполняя замысел Пугачева, полковник Каранай Муратов отделился от войска, осаждавшего Уфу, и двинулся на северо-запад.
Крестьяне деревни Подымаловой сообщали властям: приехали неприятельской толпы во многом числе башкирцев партия, и, во-первых, собрав вон и боярских людей и прочтя им указ, и распустили знамя, привели их за имя бывшего императора Петра III к присяге. По словам крестьян, отрядом командовал полковник иноверческой нации, вероятно, это был Каранай Муратов. Деятельность башкирских предводителей имел антураж такой государственный. Новообращенные приносили клятву на верность государю Петру Федоровичу, как себя объявил Пугачев. Мусульмане клялись на Коране, христиане на Библии. Пугачев, его военная коллегия, а также пугачевские предводители стремились сохранять порядок на подвластных им территориях, боролись против грабежей, против мародерства, насилия. Узнав о движении большой партии башкир, комендант Бирска, премьер-майор Федор Моисеев, бросил город и бежал. Бирск – старейшая наряду с Уфой русская крепость в Башкирии. Во время восстания 1662-64 годов она была разорена башкирами. Установив в Бирске повстанческую власть, Каранай Муратов двинулся на Ангасякский завод. Ныне это село Ангасяк Дюртюлинского района Башкортостана. А затем без боя занял село Косево. Местное начальство в лице сотника Стригина сообщало: многочисленная партия из Ангасякского завода в деревню Косеву сего числа под предводительством якобы полковника башкирского старшины Караная Муратова вступила по обладанию многими жительствами, где насильно записали в казаки с 5 дворов человека, коим де приказано иметь ружья, луки и стрелы, копья и сабли. Получив это известие, управитель Сарапульской волости, титулярный советник Баранов, бежал в Казань. Когда башкирские отряды переправились через Каму, Сарапул сдался без боя. Исторические документы донесли до нашего времени эпизод, характеризующий Караная Муратова, когда в Сарапуле началась мобилизация казаков с 2 дворов по человеку, местные жители взмолились: когда столько с их села будет взято в службу, то уж никого не останется. Сказав это, они поднесли Каранаю 100 рублей, кое было он, полковник, и взял, но после, отдав назад, сказал: «Я боюсь брать взятки своего государя». И так отпускал их в дома, обнадежив, что ни казаков, ни фуражу села Сарапул не возьмет. Отряды повстанцев, подчиненные Каранаю Муратову, растеклись по Удмуртскому краю. Один из них захватил Ижевский завод. Также были взяты Варзино-Алексеевский и Воткинский заводы. Затем было разорено имение покойного к тому времени палача башкирского народа генерал-майора Алексея Тевкелева, село Терси. К слову, его сын, секунд-майор Осип Тевкелев, в это самое время находившийся под Бугульмой, был убит упомянутым выше полковником Качкыном Самаровым. Сделав большой крюк по правобережью Камы, Каранай повернул свои войска к Мензелинску. Мензелинск был основан на башкирских землях в 1645 году. Город неоднократно подвергался осадам в ходе башкирских восстаний 17-18 веков. Здесь располагалась штаб-квартира печально известной комиссии башкирских дел, руководившей подавлением башкирского восстания 1735-40 годов и отправившей на плаху тысячи повстанцев. Не случайно некоторые историки и писатели придают Мензелинску эпитет «башкирской Голгофы».
За 34 года до Пугачевщины в городе был казнен знаменитый батыр Алдар Исекеев. Коронай койдан килеп сыккан ул. Кем ул? Мин кандидат диссертация яклаган чакта бер шекле фикерде әйткән идем. Алдар батырдың җияне түгел микән ул дип. Чөнки документтар буенча 30-50 еллардагы башкорт ихтилалларында Алдардың улы Мурат катнашкан. Улар бер ян башкортлары. Коронай Муратов булгач, демәк Коронай Мурат улы. Алдар Исекеев, Тархан и батыр Бурзянской волости, герой Азовского похода 1696 года, предводитель башкирского восстания 1704-11 годов, казнен в Мензелинске генерал-лейтенантом Саймоновым в 1740 году. Если Коронай действительно был внуком Алдара, то он мог руководствоваться не только поручением Пугачева, но и личными мотивами, осаждая Мензелинск. Последний представлял собой сильную крепость, окруженную стеной, валом и рвом, наполненным водой. В 20-х числах декабря 1773 года войско Короная дважды штурмовало город и даже заняло его окраину, но, не сумев развить успех, отступило на прежние позиции, а затем вступило в сражение с отрядом Томского пехотного полка, шедшим на выручку осажденным. От меня, армейского главного полковника Короная Муратова, повелевается имеющимся во всех местах армиям и в прочих деревнях армейским главным. Понеже слышно, что едущая неприятельская партия, кое еще не доехала до Мензелинска за 20 верст, с намерением вон и въехать, и затем я уже с имеющимся при мне собранием выступил, да и вы со всеми же собраниями доезжайте. Продолжая осаждать Мензелинск, он пошел дальше к Казани. Его войска осадили Елабугу, которая тоже была приличной крепостью. 12 раз штурмовали Елабугу, но Елабугу также устояла. И в начале января отряды Короная подходили к Казани. В 17 веке отряды восставших башкир неоднократно появлялись под стенами Казани. Особенно памятным было нашествие в Казанский уезд войск Алдара Исекеева, вероятного деда Короная Муратова, в 1708 году. Собственно, для предупреждения внезапных атак башкир и была построена дозорная башня Казанского Кремля, которую местное население долгое время считало башней Сюмбики. И вот в январе 1774 года отряды башкиров вновь рвались к Казани. Оның восстаниелар исталда катнашкан урыннан кеңейтеп татар тарихчысы Сәлем Хатипович Алишев язды. Ләкин Коронайдың башкорт икәнен, Бөргән ырыгынан икәнен бер языл әйтмәгән. Ягъни ул Коронайдың етәкче булганын кабул итә, таный, башкорт икәнен таный килмәй. Коронайдың тоткан урыны ул 12 мең кеше генә түгел. Елабуга, Бөгелмә, Бакалы, бөтә крепостьлар Коронайдың гаскәрләре белән хәрәкәт иткән урыннар. Уның Күн сыгыш яклап гаскәрләре ошо Бакалы, Нагайбак крепостьлар калганлар эргәһендә була, көн байышта Казан эргәһендә хәрәкәт итәләр гаскәрләре. Отряды Коронай-Батыра, которые насчитывали около 12 тысяч человек, заняли крепости Бакалы, Нагайбак и Заинск, Боровецкий завод, села Набережные Челны, Мамадыш и приблизились к Казани. Казанский губернатор, генерал-аншеф Яков фон Брандт 8 января 1774 года рапортовал:
Злодейские башкирские действия столь много усилились, что заразившаяся чернь зловредным обольщением везде их приемлют, и через то так преуспели, что уже по сю сторону реки Вятки разъезды и разглашения производят. Казань была охвачена паникой, ставшей причиной повального бегства ее жителей. Новый главнокомандующий карательными войсками генерал Бибиков, сменивший на этом посту разбитого повстанцами генерала Василия Кара, нашел город наполовину опустевшим. Александр Ильич Бибиков, генерал-аншеф, командовал 3-м мушкетерским полком в Семилетней войне 1756-63 годов. В 1771-73 годах командовал армейским корпусом против войск Барской конфедерации в Польше. Умер в Бугульме 9 апреля 1774 года. Повстанцы находились даже в самой Казани. И Бибиков впал в подавленное состояние, когда его коляску на одной из улиц Казани остановил всадник и, выкрикнув: «Поспеши окончить свои тиранства, мы тебя захватим, и будь уверен, что мы люди слова», ускакал за городские ворота. Костяк 12-тысячного войска Караная Муратова составляли башкиры Бурзянской, Юрматынской и Минской властей Ногайской дороги Башкирии. На Казанской дороге и под Мензелинском оно пополнилось за счет местных башкир-байлярцев, гирейцев, юрмийцев, сарайли-мингов. Служили у него также мишары. Кроме того, он мобилизовал нагайбакских казаков, кряшинов, ясачных и служилых татар. Из числа последних был Месагут Гумеров, который с отрядом в 1500 человек действовал под Арском и Малмыжем, то есть к северу от Казани. Каранай Муратов двигался к Елабуге, чтобы возглавить генеральный штурм. Командиры, осаждавшие город, получили приказ повстанческой канцелярии: «Собирайте в окрестностях войска любыми средствами. Ныне, очень скоро, будет сражение, будьте в готовности, идет сам атаман Каранай». Однако в это время началось наступление правительственных войск. Бибиков направил своих офицеров по разным направлениям. Под Оренбург против главного войска Пугачева, к Мензелинску, где действовал Каранай, и к Кунгуру, где действовали войска Салавата Юлаева. Таким образом, Каранай первым принял в себя удары карательных команд. Он сражался против Юрия Бибикова, ближайшего родственника Александра Бибикова, против подполковника Бедряги, генерала Ларионова. Основной удар по Мензелинскому повстанческому району нанес племянник генерала Александра Бибикова, полковник Юрий Бибиков. Юрий Богданович Бибиков, 1742-1812, командир Великолудского пехотного полка. В 1790 году в звании генерал-поручика командовал Кавказским корпусом во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов. Каранай Муратов отступил вглубь Казанской дороги Башкирии, где, соединившись с пришедшим на помощь из-под Уфы казачьим полковником Ильей Ульяновым, предпринял попытку вернуть утраченные позиции. Илья Ульянов, 1745-1775, яицкий казак, двоюродный брат Зарубина Чеки, умер на каторге в Рогервике. Прибытие Ульянова, который привез с собой боеприпасы, активизировало действия мензелинских предводителей. Местные жители позднее сообщали властям: всего 1774 года приехали к ним в Казанскую дорогу с командою большою и с пушками башкирцы Ногайской дороги Каранай Муратов и Бузан, да яицкий казак Илья, чей сын не помним, с крестьянами заводскими. И сами себя всяк большим чином называли, которые полковником, которые атаманом, и стращали. Кто их не будет слушать, то повесят. И многих повесили. Ближайшим сподвижником Караная Муратова был упомянутый в документе Бузан Смаков.
Бузан Смаков, сотник Кульмингской волости, жил в ауле Азнай, нынешнего Бишбулякского района Республики Башкортостан. В июле 1774 года разгромил на Новомосковской дороге 3 эскадрона казанских улан. В 1783 году продолжал служить сотником. 19 февраля 1774 года перечисленные предводители предприняли штурм крепости Нагайбак, взяли в плен роту гусар, а командира майора Перского, который оборонял до этого Елабугу, казнили. Это был последний крупный успех повстанцев на данном направлении. Таким образом, запланированный Пугачевым поход на Казань не состоялся, хотя Каранай-Батыр сумел создать плацдарм для наступления. Дело в том, что восстание потеряло свой темп из-за затянувшихся и безуспешных осад Оренбурга, Уфы, Мензелинска и Кунгура. План был сорван, а правительство, оправившееся от первого шока, сумело нанести ответный удар. Пугачев хотел бежать в низовье Яика, но башкиры остановили его, напомнив о негласном уговоре. «Ты нас уверял, — говорили они, — что ты государь, и обещал, Оренбург взяв, сделать, чтобы губернии не быть, чтобы мы были оные неподвластны. А теперь хочешь бежать и нас оставить на такую же погубу, которую за мятеж терпели отцы наши, которых казнили смертью. И так мы до того времени тебя никуда не упустим, покуда ты действительно не исполнишь своего обещания». Как метко заметил один из исследователей пугачевщины, Пугачев оказался в положении охотника, поймавшего медведя. Только он не мог вести его туда, куда хотел. Башкирский медведь теперь сам тащил самозваного царя, куда ему вздумается. Kama buyularında, tuğan yer tuğaylarında, düşman yağını kıran karanay. Kişiler bekirtisin, İsa'ya bay batır küsün, Paşa yağını kırgan karanay. Hay 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 hay, Paşa yağını kırgan karanay. Kişiler bekirtisin, İsa'ya bay batır küsün, Paşa yağını kırgan karanay. Azatlık küreşisin, bir gene batır yenini küsün, yavda aldanı barganı karanay. Yeni düşman yavlar.